Впечатляющий успех Нюрнбергского театра неразрывно связан с личностью режиссера Юрия Алексеевича Макарова. Его каждая новая постановка становится заметным событием, а порой и сенсацией в культурной жизни республики, вызывает большой интерес российских и зарубежных зрителей. Нюрнбергский государственный передвижной драматический театр – это визитная карточка города Нюрнберг, достойно представляющая свою республику на престижнейших театральных фестивалях и конкурсах. В сентябре 1992 года театр стал лауреатом второго фестиваля национальных театров Сибири, прошедших в городе Абакан, Хакасия, со спектаклем «В стране от Джилустана» по повести якутской писательницы Валентины Гаврилевой. В марте 1997 года театр успешно выступил на престижном европейском фестивале «Пассаж» в городе Нанси, Франция, за спектаклем «На Богом забытой земле» по произведению якутского драматурга Семена Ермолаева в постановке Юрия Макарова, по итогам которого получил возможность впервые выехать на коммерческие гастроли по 10 городам Франции. В сентябре 1999 года Нюрнбергский театр успешно участвовал на самом престижном российском театральном фестивале «Балтийский дом», город Санкт-Петербург, получив приз в номинации за своеобразное художественное решение спектакля. В нашей передаче сегодня мы расскажем о таком уникальном явлении, как театр Юрия Макарова, на примере его легендарного спектакля «На Богом забытой земле». Этому спектаклю аплодировали и в Польше, и во Франции, и об этом мы попросили рассказать автора книги «И откроется им чистая земля» о театре Юрия Макарова, известного театроведа, кандидата философских наук Валентину Александровну Чусовскую. И вот когда мы поехали во Францию со спектаклем «На Богом забытой земле», я увидела оригинального режиссера, я увидела Юру Макарова. И что в нем, чем отличалось это? Он был как бы якутский спектакль, не как бы, а точно, это был якутский спектакль, это были актеры якуты, режиссеры якуты, но это был европейский спектакль. Почему европейский? Потому что, видимо, современный или что, но мне вот вспомнились и Антонин Арто, который искал театр у мексиканских шаманов, и вспомнился театр абсурда, Ионеско, хотя это совершенно не похоже на них. И я вот какую вещь поняла. Ну, это может быть природа шаман. Мне кажется, шаманская природа именно в этом. Такой слитности с природой, как вот неудивительно, что шаман может принимать облик какого-то животного. Это неудивительно, потому что у него другой уровень слитности. И я с этим сравниваю режиссуру как бы вот Юрия Макарова. То есть у него где-то такая слитность внутри драматургии и сцены. Он как бы рождает живое. Вот «На Богом забытой земле» вот это от куклы, которая, вот как ни крути, кукла якут. Вот понимаешь, якутская кукла. Но как проведена вот эта линия куклы, которая может быть и метафора этих героев, или может изображать массу жертв этих куприс и людей, убиенных и сваленных в кучу. Или как вот когда ближе к финалу он в эту нерожденных детей, как бы это будущие дети, зародыши что ли. Или потом как это на поклон выходят с этими куклами, уже как с младенцами. Такая очень лаконичная и страшно богатая ассоциациями сценическая линия. Вот почему я говорю о европейском и о якутском. Может быть, от того, что сначала было удивительно, что европейцы аж в Нюрбу поехали посмотреть. Вот Шарль Торджман, он же в Нюрбу приехал к Юре.
смотреть самолично и отбирать. И он выбрал это. И мне так кажется, вот здесь у Юры есть такая, вот он внутри как какой механизм, что ли, творческий, адаптирующий. Он якутское показывает так понятно европейцу, что они это воспринимают за свое. И он берет европейское и так показывает по-якутски, что якут это считает своим. Вот какой пример? Мы же много разговаривали тогда в Нанси с Юрой по поводу его планов будущих. И он говорил, что хочет поставить божественную комедию Данте. Для меня это было вообще очень странно услышать. Думаю, как в таком скупом театре, который ассоциируется с театром жестокости, с театром Брехта, может быть, с театром, который творится в пустом пространстве. Я думаю, как это можно божественную комедию поставить, такую грандиозную? А он говорит очень просто. Ад это будет зима, весна это будет чистилище, и лето это будет рай. Ну, якутское имеется в виду. И вдруг мне стало очень понятно, что да, конечно, можно. И главное интересно, что у меня, мы же нюрбинцы, моя семья родом из Нюрбы, и папа тоже удивился, что нюрбинский молодой режиссер, ну, в Москве учился, да, и вдруг там европейские режиссеры и публика, главное, позже, значит, в таком восторге. И вот он у меня спрашивал, а что там вот такого? Мне кажется, экзотика только интересна европейцам, а тут, ну что? И я ему говорю, знаешь, вот Юра, мне трудно, папа человек не театральный, хотя я культурно образованный был, но он как так, театр, ну, воспринимал МХАТ, это да, такой большой театр. А тут вот какой-то вроде бы как Юрий Макаров. И я ему рассказываю замысел этого божественной комедии. И тут папа замолкает и говорит. И я думаю, вот такой отец у меня критикан, и вдруг он так просто с одного этого захода мыслительного, образного именно, не мыслительного даже, а вот такого интуитивно творческого, или как это сказать. И вот в этом для меня Юра Макаров. Вот в такой парадоксальной простоте. Вот вроде парадоксальность, а в то же время для него это как дыхание. И я подумала, как же вот так? Учился в русской театральной школе, а как будто вообще с неба упал. Вот, ну, где эта русская школа малого театра? Где Марк Захаров? Ну, Марк Захаров какое-то время чувствовался, но вот растворился. И я подумала, что, конечно, есть люди, которых, видимо, школа наталкивает только на какие-то собственные открытия. И я вспоминаю, как Юра рассказывал репетиции, как он шел к постановке дипломного спектакля, это Нил был, по-моему, «Любовь под вязами». Студенты, с которыми он ставил, это у Марка Захарова, они не могли адаптировать это, ощутить эту драматургию, эту историю жуткую, ужасную себе. И они не могли войти в атмосферу этой драматургии, этого спектакля. И как Юра рассказывает, как он нашел, что надо делать. Он говорит, что он попросил актеров на сцене просто ходить по кругу. По-моему, погасил свет. Он говорит, они ходят по кругу, молчат, я ничего не говорю, они ничего не говорят. Они ходят, ходят, ходят. И вдруг одна девушка заплакала. Он сказал, мы начали репетировать. И все пошло. И в конце они все выстроились на авансцене, и у каждого в руках была свеча, и один за другой гасил свою свечку. И вот я, не зная этой постановки, не видя это в театре, я почувствовала эту эстетику. Даже эстетика слова не хочется говорить, потому что это органичное что-то такое, вот как воск. Раз,
И из этой рассредоточенных людей вдруг складывается такая, не складывается, а рождается какая-то цельная, такая как восковая фигура, что ли, нет, восковая фигура, тоже плохое сравнение, но что-то такое пластичное, цельное и прекрасное. Вот, и я думаю, не зря он своих актеров перед поездкой в Польшу, как они рассказывали, в Нюрбе посадил на землю, ну то есть они все сидели на траве и слушали землю, как говорили девушки, там, Надя, Майя, Лиза. Они сидели, молчали, была ранняя осень, падал снег, потом дождь, или напротив, сначала дождь мелкий, потом снег, потом снова солнце. И они уже стали другими людьми и спокойно поехали в Польшу, где их и увидели французы. Sama, tahan. Oh, sama ke dia, sama ke. Oh, begitu saja musik tas. Kisah tu waktu. Aku kalau. Bisa, kita hengakan. Wow, betul lah. Wow. Dia cukup. Hindi coba itu kasih. Coba itu dong. Kutak sedikit. Bukan di sana kita mesti doa. Kau tu di sana betul. Kau tu di sana betul. Ini bukan ada. Kau tu yang kontak justru. Oh. Oh, kata orang mana? Ini di sana tu. Mau. Dapat dengar saya dengar. Tidak berikan saya tweet. Но я читала Гротовского размышления его о театре и о той системе, в которой он добивался такого запредельного чувства друг друга актерами. То есть упражнения были такие у него, когда он ставил спиной друг другу актеров на достаточном расстоянии, и они должны были интуитивно чувствовать друг друга и делать одни и те же синхронные движения. Ну, может быть, это фантастика, но он делал такие эксперименты. А когда у Юры я спрашивала, вот чего он еще хочет добиться в этом спектакле, казалось бы, идеальном, на Богом забытой земле, он сказал, актеры должны чувствовать себя еще точнее. Вот они действительно сливаются с пространством, с полем друг друга, медленно выходят, двигаются, и такое ощущение, что это один организм. Но Юра говорит, не всегда получается вот эта полная синхронность такая. И мы привыкли думать, что это европейское, потому что, ну, мы это кто? Это кто так начитался театральных книжек, что это европейское. А это вовсе не европейское, это корневое, это шаманское скорее. Это то, что интуитивно Гротовский нашел в человеческой культуре, и то, что Антонин Арто искал у мексиканских шаманов. И вот эту книжку, которую по результатам поездки в Нанси мне удалось написать, там есть письмо, которое Юрий Алексеевич уже после своей поездки получил от руководителя театра шаманов. Там во Франции есть театр шаманов. У нас в Якутии, наверное, нет. Но там есть. Давно. Потому что корни театрального искусства там. И вот Юра вместе со своим интеллектуальным развитием органично вот на эту платформу естественную
якутскую, древнюю, шаманскую, генетически в нем живущую проецирует, просто он рождает. Вот он рождает. И мне кажется, что это счастье, когда режиссер имеет такую труппу, которая испытывает счастье вот такого слияния с замыслом режиссера, с его дыханием. Вот это же дыхание, связанное с дыханием, ну, не знаю, вечности ли, тонкого ли мира, с дыханием какого-то абсолюта, с дыханием какого-то идеала. Когда актер понимает, и зритель вместе с ним, что мы как бы перед Богом. Вот странно сейчас получилось. Спектакль на Богом забытой земле, а вот мы его, когда смотрим, и когда актер его играет, то мы чувствуем, что Бог смотрит на нас. Я желаю Юрию продолжения, продолжения и продолжения. Сатабакка. Керени. Сантака. Тетя. Кентен. Что-то вот так у меня спонтанно. Ну, вспоминаю, конечно, эту поездку, и как мы ранним утром в Нотр-Дам зашли, которого сейчас восстановят, не восстановят. Как ходили по набережной Сены, и как Катя спрашивала у Юры, переводчица, вам нравится Париж? И он сказал, да, очень хорошие, веселые люди, но у вас воздух грустный. Как точно сказано, да? И потом Катя спрашивала меня, почему он так сказал? Почему он сказал грустный воздух? Что, здесь много людей умерло? Поэтому я так посмотрела и подумала, вот так взглядом природного человека, каким все-таки Юра является, да, несмотря на все его значит, интеллектуальные, несмотря на его школу, образованность и так далее, он человек природный. И он увидел эту громаду древней архитектуры, эти фонтаны с фигурами там, элегическими, умирающими какими-то нимфами, и вот эти мостовые, здание Сорбонны, которое, боже мой, сколько оно стоит, конечно, грустно. Вот столько красок в этой поездке было. Там был импрессионизм, там вот сливалось то, что было на улицах, апрель, Жоржминаль, цветут деревья, просто это было обилие разноцветных деревьев, разноцветных. Как вот, если бы мне сказали, что деревья бывают с красными листьями, синими листьями и так далее, я бы, наверное, не поверила. Ну, осенью разве что, а тут весной. И отражение многократное в витринах, вот эти солнечные лучи, и в то же время вот у Юры на сцене от темной сцены до такой потрясающей
яркой, белой и в контровом освещении темные фигуры, не темные, а черные силуэты актеров. И вот мне вспомнилось, и я сейчас вот понимаю, почему я там сравниваю это с Клодом Моне, у которого белые паруса в контровом освещении черные. И зонтики белые, внизу черные, потому что это наибольший контраст, наибольшая вот эта чернота отличает и выявляет этот пронзительный или какой-то такой всеохватный свет, вот свет. И у Юры есть во всех спектаклях, мне кажется, это. От мрака такого до света. И вот Франция, Юра, якутский театр, именно якутский. Вот у меня это такой остался очень красивый цветок театра Юрия Макарова. И я хочу, чтобы он всегда цвел и всегда радовал зрителей. Юра удивил не только историей, он удивил вот этой, как сейчас скажу, искушенностью театральной эстетики. Тонкая театральная интерпретация такой тяжелой, страшной темы. Еще во время интервью с Шарлем через Катерину мы разговаривали с ним, и я спросила, не кажется ли ему, что вот эстетика Юрия Макарова какими-то своими корнями уходит вот в театр абсурда, в театр жестокости. И вдруг он встрепенулся, Торчман. Он говорит, а действительно? Да, действительно, у Юрия Макарова театр жестокости, вот так, если говорить, ну как Антонина Арто. Älä nyt. Kattyt. Tšaim, kada te. Älä juuta nyt, enam kada teemit.